आत्मा ने परमात्मा को लिया देख ध्यान की दृष्टि से, प्रकाश हुआ हृदय हृदय, बेड़ा पार हुआ इस सृष्टि से। Глава 15. Самадхи в Падрауне. В Падрауне издалека начали прибывать люди. Я выслушивал людей, которые рассказывали о своих многочисленных проблемах и помогал их решать с помощью йоги и своей внутренней силы. Все стихии помогали мне в этом. Я начал врачевать неизлечимые болезни, такие как рак, болезни сердца, сахарный диабет, гипертония, боли в желудке и другие. После исцеления многих из моих пациентов пошли различные толки. Люди не могли так просто поверить в существование сверхъестественного. Ведь в наше время все поголовно доверяют науке. Человек может ошибаться, но наука никогда. Человеческое тело начали сравнивать с совершенным механизмом. Вот и здесь говорили о том же самом. Современная наука не видит никакой связи между жертвоприношением или ягьей и исцелением человека. И поэтому считает проведение этих мероприятий пустой тратой времени и ресурсов. И если человек не понимает, в чем заключается суть того или иного метода, то он объявляет этот метод ненаучным. Но, дорогие мои ученые и интеллектуалы, что вы знаете о жизни и о самих себе? Зачем вы живете? Чтобы есть, носить красивую одежду, спать и просыпаться? Или в вашей жизни есть еще какая-нибудь цель? И если вы совершаете что-то во благо своей страны, во благо человечества или своей семьи, стоят ли за этими поступками какие-то эгоистические мотивы? Ведь все в этом мире взаимосвязано. Почему же вы ведете себя настолько безответственно? Ведь все, что происходит в мире, в конечном итоге происходит и с вами, в вашей семье. Слово – это мантра. Мантра – это намерение. Через слово можно выразить феномены проявленного мира. И именно слово помогает человеку на пути к просветлению. Оно вдохновляет человека, наполняет его эмоциями. Оно созидательно по своей сути. А теперь отправляйтесь в свою собственную лабораторию. Подумайте, каковы ваши цели. Выберите какую-либо фразу, отражающую ваши намерения. Для этого придется воспользоваться словом,
которое придаст этому намерению и чувство, и направление. И только после этого возможно действие. Это не зависит от сферы вашей деятельности. Вы можете быть врачом или чиновником, политиком или крестьянином. В любой сфере деятельности можно создать твердое намерение. Для того, чтобы определить это намерение, вам потребуются слова. А ведь слова – это настоящие мантры. Ягья и научные методы. Мантры необходимы для всякой практики, ведь именно слова выражают наши чувства. Слова дают нам вдохновение, побуждают к действию. В материальном мире слово выражает то, что хочет сказать ум. Конечно, всегда существуют различия в выразительных средствах, различия в словах и мантрах. Для различных целей существуют также и различные биджа-мантры, то есть основные мантры. Необходимо также принимать во внимание время, место, положение планет и ситуацию. Ведь и вы тоже намечаете выполнение какого-либо дела на определенную дату и время. И если вы хотите добиться результата, то до этого обязательно придется принять решение об этом и создать твердое намерение. Для выполнения своего решения придется потратить определенное количество энергии, побегать, поволноваться. Придется обдумывать различные ходы, которые могут привести к достижению цели, слова, которые могут быть произнесены. Также необходима мотивация, то есть некая доля вдохновения. Для того, чтобы привести мысли в движение, потребуется сила, которая исходит изнутри. А без этого невозможна никакая деятельность, независимо от того, направлена ли она на внешний мир или на внутренний мир человека. Действие возможно лишь тогда, когда мысль и энергия сливаются воедино. И мы можем всегда в той или иной степени предсказать результат. Ученые ставят опыты в своих лабораториях. Врачи проверяют свои знания на практике в операционных. Крестьяне на своем поле. И каждый человек на своем месте, вне зависимости от сферы деятельности. Без определенных вложений энергии невозможно никакое действие. Это вложение энергии можно приравнять к некой жертве. Без этого не вырастет урожай, и политик не победит на выборах. Доктор не вылечит больного, а чиновник не получит свою должность. Для того, чтобы что-то получить, необходимо сначала что-то отдать. В любой ситуации необходимы особые слова,
И необходимо также принимать во внимание фактор времени, места и фактор конкретных обстоятельств. Поэтому для различных ситуаций существуют различные формулы. И вы сами получаете все эти знания на собственном опыте. Способы достижения цели могут быть самыми разными. Если мы совершаем жертвоприношение, сопровождая его мантрой, то это знак, что мы собираемся сделать что-то значительное. И если вы внимательно присмотритесь к приготовлениям, которые совершаются перед всяким жертвоприношением, то вы поймете, какова цель этого жертвоприношения. Этот процесс можно сравнить с приготовлениями, которые проводят в лаборатории перед тем, как приступить к тому или иному опыту. Перед тем, как крестьянин совершит свое жертвоприношение зерном, он подготавливает почву. Водитель, перед тем, как завести машину, моет ее и проверяет ее состояние. Ведь именно от этих подготовительных действий зависит успех. То же самое происходит и во время жертвоприношения, когда произносятся определенные мантры, которые порождают определенные вибрации. В космосе все вещества присутствуют в виде первичных элементов или в форме газа. Стоит ли какая-то сила за всем, что происходит в этом мире? Кто придает этому миру импульс к движению? И если вы знаете ответы на все эти вопросы, то вы прекрасно знаете и то, зачем совершается ягья. Этот проявленный мир связан с речью, осязанием, формой, вкусом и запахом. Пустота вечна, безгранична и необъяснима. Ее нельзя определить никакими словами. Тонкий мир находит свое отражение в мире физическом, а физический мир, в свою очередь, погружен в мир тонкий. Во время любого жертвоприношения человек устанавливает связь с помощью различных физических действий и обрядов между физическим миром и тонким миром. И вы сами поступаете точно так же. От физического мира движетесь к тонкому миру. Загрязнение окружающей среды. Вы говорите, что выхлопные газы приводят к загрязнению окружающей среды. Некоторые считают, что дым загрязняет атмосферу. Но ощущали ли вы когда-нибудь запах дыма? Насколько он приятный и привлекательный, его можно даже вдыхать неделями и месяцами. Я говорю о дыме, который возникает во время жертвоприношений. Такой дым абсолютно безвреден для человека. Сравните этот дым с другими видами дыма, и вы сразу же почувствуете разницу. Дым, который выделяется во время жертвоприношений,
обладает особой силой. Он направляется прямо в космос, порождает особый вид энергии. Это дым крайне тонкого порядка. Пусть современные ученые внимательно исследуют его состав. Я-то знаю, каков эффект от вдыхания этого дыма. Для того, чтобы у любого задуманного дела был благоприятный исход, я сначала совершаю жертвоприношение, в зависимости от того, что я хочу получить в результате. И если провести жертвоприношение неправильно, то это может сильно повредить процессу. Подобно тому, как врачи используют различные лекарства для исцеления различных больных, так и различные виды жертвоприношений требуют применения различных мантр. Эти мантры направлены специально на то, чтобы цель, с которой совершается жертвоприношение, была достигнута. Во время жертвоприношения прана преобразуется в апану и апана в прану. Вы также ежедневно совершаете различные виды жертвоприношений для удовлетворения нужд собственного организма. Разве для этого вам не требуется топливо, зерно и масло? А разве отходы жизнедеятельности человека не являются опасными для окружающей среды? Почему же тогда люди так негативно настроены по отношению к практике жертвоприношения, когда в дар тонкому миру через посредничество огня предлагаются различные вещества и предметы? Ведь это вполне естественный процесс. Неизвестно, откуда возникает подобная озабоченность, под влиянием общества или исходя из личных интересов. Ведь настоящие йоги, отшельники и просветленные думают о благе всего человечества. И они с помощью правильно проведенной ягьи могут создать в какой-либо стране как благоприятные тенденции, так и негативные. Поэтому в нашей стране, которая издавна гордится своими духовными традициями, никому не следует слепо отвергать практику жертвоприношений, характеризуя ее как отсталый обычай. Практика жертвоприношений – это основа всей нашей культуры. Здесь же сокрыто и будущее нашей страны. И я призываю всех наших соотечественников всегда оказывать содействие в таких мероприятиях, как ягья. И если вы видите, что кто-то под предлогом ягьи пытается завлечь вас в сети религии, то не теряйте мужества. Мошенник от религии не может обманывать людей вечно. Его беззаконием положен естественный предел, его собственная смерть. Существуют различные способы проведения ягьи, но лучше проводить ягью саттвического характера, потому что результат от такой ягьи будет более постоянный. Саттвическую ягью еще называют ведической ягьей.
В наше время особой популярностью стали пользоваться тантрические ягьи, которые организуются для овладения контролем над сверхъестественными способностями. Или целью такой ягьи может быть событие, которое приносит одному радость, а другому горе. Все эти тантрические ягьи проводятся для возвеличивания какого-то одного конкретного человека. И я не могу назвать такую ягью благотворной для общества. Все обряды тантриков поначалу кажутся очень привлекательными, но их конец всегда печален. И если человек еще только встал на путь духовного развития, то быстрые успехи на начальном этапе могут привлечь его именно к этой системе. А такое положение дел приводит к деградации духа и может быть даже опасным для жизни. Я знаю многих тантриков из Тибета, которые посоветовали мне заняться тантрой. И я исключительно для удовлетворения собственного любопытства овладел некоторыми практиками. Но тантра никогда не была мне близка. Мой путь – йога. Сети тантриков. Тантрики стали рабами политики. И я мечтаю о том дне, когда их тайна будет раскрыта и проявится их истинное лицо. Ведь за действиями любого тантрика всегда стоит личный интерес. Для того, чтобы наша страна шла по пути развития, нам нужны лидеры, обладающие высокими моральными принципами. Но такие люди не пользуются популярностью. Одни славы тех, кто постоянно мелькает на экране, уже сочтены. Нам необходим такой лидер, который думал бы только о благе собственной страны, которого не могли бы завлечь в свои сети различного рода тантрики и шарлатаны. Пусть интерес страны для такого человека всегда будет выше личных интересов. Но кажется, что в современном мире найти такого человека невозможно. Поэтому я говорю своим последователям: никогда не проводите такую ягью, которая может причинить вред нашему государству. Политические лидеры часто прибегают к подобным средствам для упрочения собственной власти и сбивают с толку молодежь. А тантрик готов стараться. Он использует в своих практиках негативные силы Вселенной. Польза от такой ягьи сиюминутна, зато потом она причиняет один только вред. Однако тот, кто практикует саттвические практики, может лишить то или иное действие тантрика его магической силы. А против настоящего йога тантрик ничего не может поделать. Поэтому я призываю всех, кто практикует тантру, не отступать от своих истинных целей. Пусть основы духовности остаются нерушимой крепостью,
И на этой основе можно построить процветание нашей страны. Ведь если ваши мысли будут порождать смрад и загрязнения, то однажды вы сами станете жертвами этого смрада. Вы сами можете стать жертвой той политики, которой сегодня преданно служите. Поэтому сами тантрики уничтожают друг друга. Но ведь тантрики могут принести и огромную пользу для общества, если изменят свои приоритеты. Пусть тантрики не забывают о том, что смерть ждет каждого человека, а их в особенности ждет сама богиня Кали, которую они неустанно призывают. В Падрауне рядом со мной находился Карпатриджи. Я начинал ягью, он ее завершал. Все были настроены на духовность. Я обратил сердца местной молодежи к йоге, провел посвящение, разъяснил им скрытые тайны крия-йоги. Мое самадхи вдохновило многих людей, которые пришли как из Падрауны, так и из окрестных районов. Повсюду царило спокойствие, несмотря на то, что каждый час прибывали новые паломники. Преступления сошли на нет, даже женщины могли в темное время суток беспрепятственно выходить из дома. Бедняки и богачи сидели рядом, не чураясь друг друга. Я всех наставил на истинный путь, директора фирмы и его мелких служащих, большого начальника и его водителя. Я с равным почтением говорил об Бхагавад-гите, Рамаяне, Библии и Коране, стараясь донести до людей весть о гуманизме и равенстве. Великая Ганга вбирает в себя как чистейшие источники, так и грязные ручьи, но все совершают в ней омовение. Последователи всех религий гуляют по ее берегам и пьют ее воду. Гималаи дают ей лишь одно наставление – всегда стремиться вперед. Я тоже попробовал последовать ее примеру. Хотя она река, а я человек, и могу выражать свои идеи в словах. И я говорю: Ганга уже пришла на порог вашего дома. Совершите же омовение в ней. Ведь если она уйдет, то потом вы будете сожалеть об этом. Рамджан Миян. Я увидел Рамджана Миян в Падрауне, прогуливающимся по берегу реки. Это был веселый йог, уже достигший просветления. Каждый день он приходил, становился в дальнем углу и оттуда начинал оказывать на меня влияние своими мысленными вибрациями. Его считали местным сумасшедшим, который веселил детей. Но на самом деле это был уникальный человек, настоящий факир, погруженный в самого себя. Ему нравились мои идеи, но он постоянно продолжал меня вдохновлять. Неожиданно я начал встречать людей,
с которыми сталкивался в прошлых рождениях. Когда они рассказывали мне свою грустную историю, Рамджан Миян улыбался. Он всегда ходит обнаженным и не говорит, только хихикает. В то время он ничего не говорил напрямую, но действовал на меня силой своей мысли. Встреченный мной оратор Парашурам Синха пробудился от глубокого сна. Он немного запутался в собственной жизни. И хотя строчки жизненной книги легко можно прочитать, ему это не удавалось. Много времени он тратил на различные социальные вопросы. Но несмотря на все эти трудности личного характера, он принял посвящение и решил начать восхождение по лестнице собственного развития. И теперь Гималаи действительно готовы предоставить ему место под своей сенью. Там же я увидел Гираиджа Шанкара Кхетна, промышленника, который самыми чистыми чувствами стоял погруженный сам в себя, стремящийся достичь освобождения. Потом я увидел на далеких дорогах прошлого Джитендра Синха Самиру, который был погружен в море собственной души, готовый принести мне в дар прекрасные цветы веры и религиозного почтения. Он находился уже так далеко в открытом море, где уже не осталось никаких напоминаний о береге, и море было бездонным. Он стремился погрузиться в эту бездонную глубину моря, но всегда был подобен рекам, текущим вперед по направлению к собственной цели. Узнав эти обстоятельства, я позвал душу Джитендра и сообщил ему, что я пришел. Я позвал его наконец-то пристать к долгожданному берегу. Волны принесли его к тому перекрестку, где я уже его ждал. Он был полностью погружен в воспоминания о своей прошлой жизни. Хотя сам Джитендра плакал, его душа смеялась. Здесь же находилась и его жена Шарда. Человек может увидеть свою жизнь со стороны только тогда, когда лодка его жизни на время пристанет к берегу. Многим людям в Падрауне я указал путь к духовности и саморазвитию. Казалось, что в душах людей вспыхнул внутренний свет. Даже маленькие дети мечтали получить посвящение. Все вокруг повторяли мантры и начали замечать в каждом поступке движение собственной души. В этот процесс включились все без исключения, и старики, и дети. Я также давал посвящение всем, и старикам, и молодежи, и детям. Ведь и так люди, которые приходят на берег священной Ганги, чтобы совершить омовение в ней,
проходит своего рода посвящение. И я не делал различия между женщинами, мужчинами и детьми, но всем пытался указать путь к свету. Пытался объяснить им, что существуют ощущения, которые находятся за пределами обычного диапазона горя и радости, греха и добродетели. Я многих людей отправил в новый путь. Люди уходили вперед к новой жизни, даже целыми семьями. Было среди таких путников много студентов, хотя и не делал различия между образованными и необразованными людьми. Не отставали бизнесмены, чиновники, но впереди всех, конечно же, находилась молодежь. Некоторые люди говорили, что эти практики противоречат священным шастрам, но я не обращал внимания на эти наветы, потому что я не мог рядиться в одежды устарелых обычаев и предрассудков. И я родился не только для того, чтобы повторять священные мантры прошлого. Ведь священное учение должно меняться в соответствии с требованиями эпохи. Мы должны прежде всего задуматься о будущем нашей страны, о будущем наших детей. Мы должны изменить их мышление к лучшему. Ведь через четверть века именно они будут формировать национальную элиту. Именно они будут защищать нашу страну, будут создавать семьи, им будет принадлежать общество, а мы останемся далеко позади. Все, что мы создали, устареет, станет символом прошлого, станет воспоминанием. Все мечтают о будущем и сознательно создают его. Мы должны отпустить свою традицию, чтобы она развивалась свободно, а не идти на поводу у отсталых представлений. Нам необходимо создавать человека будущего. Мы не должны становиться жертвами прошлых стереотипов, поэтому давайте жить осознанно. И именно к этому я призывал людей в Падрауне, Наватнаве, Самере и Санаге. Я провел посвящение среди 1000 людей, и среди них было множество детей, и я обучал их йоге. При этом я всегда держал в уме, что именно они будут формировать будущее нашей страны. Надеюсь, что они сумеют победить коррупцию и беззаконие в Индии, сумеют пробудить духовность. И я мог наблюдать, куда ведут доморощенные лидеры наших детей и молодежь. Посмотрите на наши учебные заведения. Чему они учат подрастающее поколение? Подумайте о том, защищены ли мы. Можем ли мы спокойно прогуливаться по улицам наших городов? Отважитесь ли вы на это после наступления ночи? Задумываетесь ли вы о будущем? Или любая мысль о нем
заставляет вас ежиться от страха? Кто угрожает вам на улицах сегодня? Ваши собственные дети, от которых зависит будущее нашей страны. Сегодня вы боитесь политиков, боитесь чиновников, которых вы выбрали для собственной защиты. Вы боитесь даже тени, которую отбрасывают эти чиновники. Те люди, которые были избраны, чтобы служить вам, сегодня заставляют вас самих им служить. Почему же так происходит? Кажется, что время сыграло с вами злую шутку, лишило вас элементарной рассудительности. Ваш ум стал рабом чужих идей, продался на милость победителя. Задумайтесь над тем, что человек – это бесценный дар природы. Природа создала вас самым совершенным образом, а сегодня вы начали бояться своих собственных детей. Но ведь вы сами создали сегодняшнюю реальность, сами выбрали неправильный путь. И вы вынуждали собственных детей вступить на тот же самый путь. А все это лишь для того, чтобы победить своего соседа, уничтожить чужаков и защитить свой клан. А сегодня вы сами попали в собственные сети. Вы видите, что со всех сторон вас окружает коррупция, преступность и насилие. Куда же вам теперь идти? Вы не видите никого, кто мог бы вам помочь, и ваше будущее пребывает во тьме. И если вы находитесь на государственной должности, то сама система принудит вас совершать преступления и потворствовать этому процессу. И если же вы будете упорно цепляться за свою честность, то получите за это такую награду, что вовек ее не забудете. Ваши же собственные друзья доведут вас до самоубийства. Если вы занимаетесь бизнесом, то вас принудят нарушать закон. И так во всех сферах деятельности. И все это делают сами люди. Человек, который пребывает во внешнем мире, готов к неустанной борьбе. А тот человек, что живет внутри каждого из нас, стремится убежать от реальности. Между внешним человеком и человеком внутренним нет согласия. Хотя они и не могут существовать друг без друга, каждый из них поочередно выходит на первый план. И оба они страдают и раскаиваются в своих действиях. И хотя все это происходит ежедневно, человек и не думает меняться, потому что в каком-то смысле он давно уже умер. Он задавил своего внутреннего человека в погоне за внешним успехом. Поэтому я хочу спросить у министров и политиков,
у врачей и ученых, у простых крестьян и у помещиков? Изменились ли они по сравнению с тем, кем они были вчера? И если да, то почему они делают именно то, что делают? Почему продолжают уничтожать себе подобных? Почему живут по кусочку, украдкой? Почему деньги они ценят больше, чем собственную жизнь? Каждый человек может ответить на этот вопрос самостоятельно, но человек и сам попал в иллюзорные сети, и других продолжает в них запутывать. А ведь природа никогда и никого не прощает, и смерть не ждет. Если внутренний человек становится совсем забитым, то и внешний человек не знает, куда ему идти. Мы хороним самих себя, а потом возжигаем в храмах светильники и ароматические палочки. Внутреннему человеку ничего не остается, как сказать: «Ты всегда горишь и при жизни, и будешь гореть после своей смерти, как эти светильники и ароматические палочки». Зажатый в плену этих непреодолимых обстоятельств, человек сегодня отчаянно ищет выход. Он хочет наконец-то успокоить свой ум. Жители Запада стремятся на восток, а жители Востока ориентируются на Запад. Но человек нигде не находит счастья. Ни на Востоке, ни на Западе, ни на Севере, ни на Юге. Он хочет получить защиту со стороны общества, со стороны отцов нации, но нигде не находит ответа своим чаяниям. Тогда человек восстает и становится преступником, насильником, вором или убийцей, или становится революционером, и ему приходится делать именно то, что ему совсем не хочется делать. У него не остается выбора. Человек не может даже преступления совершать свободно. Это значит, что он не свободен в своих собственных мыслях и не свободен в своих поступках. Тогда ему становится страшно, и он пытается найти прибежище в религии. Но разве человек может найти в ней прибежище, если сегодня религия стала предметом торга? Сегодня она лишь выражает эгоистические интересы отдельных групп граждан и покровительствует беззаконию. Тогда человек поддается отчаянию и начинает играть по всеобщим бесчестным правилам. А я хочу спросить, как долго это будет продолжаться? Ведь люди знают обо всем, но продолжают поступать по-прежнему. У них нет времени задуматься о том, что говорили древние мудрецы. Люди сами создали для себя такое общество, которое похоже на дойную корову.
Разве мы не должны его изменить? И каждый человек может внести в это дело посильный вклад. Мы сами должны строить для себя достойное будущее. Завтра уже не будет сегодняшних министров, чиновников и бизнесменов. Все они станут добычей смерти, и тогда их дети встанут на смену. И не удивляйтесь, что завтра ваше собственное дитя может дать вам пощечину, выгнать из дома. Что вы тогда будете делать? Вы даже умереть не сможете, и если захотите. Ведь вы сами восстали против времени, поработили своего внутреннего человека. И если вы его освободите, то он сам будет насмехаться над вами. Разве увядший цветок может надеяться на то, что расцветет вновь? Разве потухший светильник загорится опять? То же самое происходит и в вашей жизни. Вчера вы других людей превращали в рабов, а сегодня обстоятельства и вас превратили в раба. Поэтому я хочу перестроить мышление хотя бы ваших детей, ведь вы уже состарились, и ваши мысли почти невозможно изменить. Вся эта лесть, лицемерие и чинопочитание уже давно уничтожили вашего внутреннего человека. Именно поэтому я всегда в первую очередь обращаюсь к молодому поколению и призываю старшее поколение изменить систему образования таким образом, чтобы она служила процветанию всего человечества. Система образования должна быть построена таким образом, чтобы пробуждать в людях такие качества, как ненасилие, безусловную любовь, трудолюбие, целомудрие и духовность. Я провел посвящение среди тысяч детей, вне зависимости от их касты и религиозной принадлежности. И я вижу, что на моих глазах происходят изменения в мышлении молодого поколения. И молодежь не довольствуется только тем, что изменилось их собственное мышление. Они пытаются изменить мышление и своих друзей тоже. Их мысли возвысились над бренным миром, а их действия формируются под влиянием идей о всеобщем благе и гуманизме. Они стали гораздо более независимыми и свободными в своих суждениях. И я верю, что однажды эта молодежь сумеет полностью искоренить преступность в нашей стране. Люди перестанут бояться за свою жизнь и полюбят, наконец, друг друга. Вчера Индия была именно такой, и я хочу, чтобы она продолжала такой оставаться. Раньше Индия служила маяком для всего мира, освещая его светом духовности. Говорят, что даже попугаи в Древней Индии умели петь священные шлоки. Даже боги искали в этой стране спокойствия
и утешения. На этой земле боги воплощались в человеческом теле, а духовность находила свое выражение в культуре. А сегодня эта страна ни во что не верит. Культура стала полностью заимствованной. Мы забыли свои основы. Ради того, чтобы стать гражданами мира, мы сами себя задушили. Сегодня человек перестал быть человеком. Он уже не принадлежит ни Западу, ни Востоку, ни Северу, ни Югу. Страна уже не та, что прежде. Политики поделили ее на куски, руководствуясь своими эгоистическими мотивами. Мы должны прочистить политикам мозги, чтобы они начали воспринимать интересы страны как свои собственные, чтобы честь любой женщины защищали так, как защищают честь женщин своей семьи. Тогда мы можем надеяться на выздоровление нашей страны. Ведь захватчики не смогли и на протяжении нескольких тысяч лет уничтожить национальное самосознание. Зато сегодня мы делаем это собственными руками. Мы наконец-то должны изменить всю эту систему. Должны подумать о молодежи, которая будет строить будущее нашей страны. Давайте превратим нашу страну в настоящий рай на земле. Мы не будем навязывать ей собственные идеалы, а отпустим на свободу, и она сама придет к гармонии. Я видел многих детей, которым родители не разрешали приходить ко мне, но они их не слушались, все равно приходили, получали посвящение, а потом повлияли на родителей и привели их ко мне. Они изменили мышление своих родителей, и в их семьях воцарился долгожданный мир. Наконец-то члены их семей стали спать спокойно. И это произошло потому, что ум перестал их тревожить, как обычно, потому что ему мы придали новое направление. Мы должны наконец-то избавить нашу страну, наше общество и наши семьи от беззакония. Мы должны создать такие идеальные семьи, на которые будут ориентироваться другие люди. Для того, чтобы изменить свою жизнь, нам необходимо избавиться от некоторых вещей и привнести в нее нечто новое. Именно так я и поступал в свое время. Я не стал обращать внимание на старые идеалы и заповеди, а стал слушать свою внутреннюю сущность. Ведь мы должны ориентироваться на прошлое, но при этом создавать настоящее. Конечно, на новом пути мы можем встретить как успех, так и неудачу. Кто-то поможет нам, а кто-то станет помехой на нашем пути. Но человек должен быть стойким и твердо следовать выбранному курсу. Не следует слушать досужие советы.
Необходимо делать свое дело, невзирая ни на что. Не следует ожидать результатов своего труда, а просто продвигаться вперед. Потому что истину не спрячешь, и даже само время подчиняется ее силе. Пусть человек сделает хоть что-то для других людей, для того, чтобы создать новое завтра, показать пример всему миру, дать ему новое направление развития, не принимая во внимание кастовые, расовые, национальные и другие различия. Ведь современный человек стал рабом обстоятельств, рабом науки, и неизвестно, в какой момент разразится ужасающая катастрофа. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить эту катастрофу. Пусть все люди в мире научатся любить друг друга, и тогда мы сможем избежать неминуемого кризиса. И я прилагаю все свои усилия к достижению этой цели. Именно поэтому я покинул Гималаи и задумался о нуждах страны, о нуждах людей всего мира. Я понял, что люди нуждаются во мне, и я могу изменить их жизнь к лучшему. Я могу привести угнетенные слои населения к свету, и они ждут, когда же я приду к ним на помощь. Мы должны считать общество своим домом. Мы все можем что-то дать ему и что-то от него получить. Вдохновение, полученное в обществе. Я и сам задумался о том, что ничего не смогу дать обществу до тех пор, пока буду жить в пещере. Я привык избегать общества, избегать людей и законов социума. Но потом понял, что пока я буду поступать подобным образом, я ничего не смогу изменить в окружающем меня мире. Я был неправ. Я должен был сделать хоть что-то. Даже если из 100 человек я мог наставить на истинный путь всего лишь одного, то впоследствии именно он мог привести за собой оставшиеся 99. Именно поэтому сегодня я обращаюсь к людям. Услышите ли вы то, что я вам говорю, или нет, это ваше дело. Я передаю вам то, что сказали мне Гималаи. Я рассказываю вам о том, чему научили меня горы, горные ручьи и реки. Я знаю, чем занимаются наши современники. Они находятся под влиянием двух основных направлений мысли. Они не хотят никого видеть впереди себя. И если кто-то превосходит их в той или иной сфере жизни, то они стараются во что бы то ни стало вырваться вперед, не останавливаясь ни перед чем. Наука помогает людям в этой гонке.
Человек бежит вперед, сломя голову, но ему придется вернуться на исходные позиции, если он действительно хочет спасти мир от гибели. Необходимо обращать внимание не только на существование черных дыр, но и на существование белых. Необходимо прислушаться к тому, что говорят Гималаи. И человек уже сам давно готов остановиться, потому что он чувствует, что наука ведет его к погибели. Настало время кардинальных перемен. Я очень внимательно наблюдаю за этим процессом, за тем, куда идет современный человек. Но наше будущее определяется нашим прошлым. К тому же то, что происходит именно с вами, не обязательно происходит и с остальными людьми. Однако все ваши мысли в тот или иной момент связывают вас со всеми остальными жителями планеты. Все в мире взаимосвязано. В каждом действии, которое осуществляет человек, его может ждать как победа, так и поражение. Но прежде чем человек добьется успеха, он уже устал, у него нет сил. И это бич современного общества. Человек ищет спокойствия, он словно чего-то ждет. Современная наука стала символом разрушения. А мы должны спасти мир от гибели, изменить привычное направление его развития. И главное, чтобы люди научились жить друг для друга. А иначе произойдет так, что человек убьет своего внутреннего человека, а потом ему ничего не останется, как убить и человека внешнего. Именно это я наблюдал в Падрауне. Наблюдал, как люди бегут друг за другом. Я помнил и о людях прошлого, которые вовсе не напоминали современных людей. Но и люди прошлого, и люди настоящего блуждали во тьме. Люди прошлого ориентировались на знания, которые они получали в ашрамах от мудрецов и отшельников. Теперь все наоборот. Образование проходит в обстановке роскоши. Вчерашние хижины превратились в храмы науки. Вместо ашрамов сейчас дети посещают школы и другие образовательные учреждения. А вчерашнюю систему образования в ашрамах можно сравнить разве что с домашним образованием. Я решил дать развитию духовности новое направление. В Горакхпуре на нашей яге бок о бок сидели индусы и мусульмане. И я приглашал и христианских священников поучаствовать в процессе. Я пытался преодолеть огромную пропасть между людьми, исповедующими различные религии и находящимися на различных ступенях социальной лестницы, между богатыми и бедными. Те семена, что я посеял, проросли. Уже сегодня в этих местах
можно наблюдать значительные изменения. Здесь перестали убивать людей, напротив, люди начали помогать друг другу. Они приходили ко мне и говорили: приезд Бабы стал для наших мест истинным благословением. И такие отзывы давали мне силу для того, чтобы продолжать свой путь в избранном направлении. Со сцены в Падрауне я сказал: передо мной сейчас находятся тысячи мужчин и женщин. Мне нужно лишь 10 человек, но эти 10 человек сумеют полностью изменить весь мир в лучшую сторону. И если кто-то из вас благодаря моим практикам и практике самадхи станет на духовный путь, то в будущем он сможет сам показывать людям путь к свету, станет духовным лидером. Все, что я делаю не во благо какой-то отдельной национальности, касты или социальной группы. Я отшельник, я житель гор, и я не принадлежу никакой касте, никакой религии, ни к какому государству. Все, что я делаю ради всего человечества. Сила заключена в нашем намерении. Именно намерение обладает созидательной силой. Именно благодаря силе намерения я погружаюсь в состояние самадхи. А ведь самадхи – это высшая ступень йоги. Я не интересуюсь религиями. Моя религия – гуманизм. И поэтому я благословляю все живые существа на этой планете. Человек сам придумал это разделение людей, а для Бога все люди равны. Поэтому, какую бы религию вы ни исповедовали, обращайтесь ко мне, и я дам вам спокойствие и радость. А взамен этой радости я ожидаю от вас, что вы призовете своих детей, то есть будущее нашей страны, встать на путь духовности. Многие люди приходили ко мне, чтобы испытать мои знания и проверить мои способности. Приходили и политики самого высокого уровня. Я старался выслушать каждого, понять его и помочь. Вы живете в обществе, а я нахожусь за его пределами. Вы живете в мире, построенном на дуализме, на симпатиях и антипатиях. Я же научился пребывать в состоянии отрешенности. И я прихожу к людям только для того, чтобы что-то им дать, потому что мне самому от людей ничего не нужно. Я уже давно отринул все материальные ценности, мысли о славе и уважении. Но я знаю те обычаи и правила, по которым живет общество. Знаю все те проблемы, с которыми оно сталкивается сегодня. И я прихожу к вам, чтобы что-то вам дать, чтобы поделиться с вами собственным опытом. Можете считать меня послом духовного мира. Однако в современном мире люди озабочены удовлетворением исключительно материальных потребностей. Много ли вы встречали людей, которые интересовались бы поисками Бога, смысла жизни, философскими вопросами?
Ко мне приходят люди и просят, чтобы я помог им обзавестись наследниками, богатством. Кто-то мечтает стать министром, политическим лидером или высокопоставленным чиновником. Некоторые хотят избавиться от физических страданий или молят благословить их семейную жизнь. Вы просите у меня все то, что я в свое время оставил. И я же прихожу для того, чтобы научить вас человечности, рассказать о душе и освободить вас из вечного круговорота рождений и смерти. Когда я вижу ваши обстоятельства и слышу ваши жалобы, мое сердце наполняется жалостью, и я вам помогаю. Однако удивительное дело, стоит произойти любому событию, которое шло бы вразрез с вашими убеждениями, и вот вы уже обвиняете меня во всех смертных грехах. Какие только странные вещи мне не приходится о себе выслушивать. Ведь я отшельник, на которого не распространяются правила вашего общества. Мне не нужна слава, и я не мечтаю о потомстве, и я не боюсь боли, позора и порицания. Я не делаю различия между горем и радостью, потому что я отшельник, а отшельники не знают ни о ком, кроме самих себя. Даже если они что-то знают, то не погружаются в это знание, а наблюдают за происходящим со стороны. Зная свою божественную сущность, они знают и обо всем, что происходит в мире. Я вас не обманываю, и хотя я не знаю, что такое истина, я сообщаю вам ту информацию, что мне приходит. Я до сих пор не понял, что есть истина, а что ложь. Я просто разговариваю с вами, стараясь, чтобы мои слова никому не причинили боль. Я принимаю все, и радость, и горе, и грех, и добродетель. Как поступают отшельники? Я всегда старался дать вам ту радость, которую вы ищете. Вы можете оскорблять меня, бить, если это доставляет вам удовольствие. Но я знаю, что на самом деле вы не можете ни оскорбить меня, ни убить, ни причинить какой-либо другой вред, потому что я отшельник, саду. А саду – это не физическое тело. Тело человека, что находится внутри меня, вы не в силах убить. Вы видите только мое тело, а мое истинное «Я» свободно от всех уз и ограничений. Я саду, и поэтому буду вас любить. Я люблю все живые существа. Но не относите эту любовь насчет личной привязанности. Я люблю вас всех как проявление Бога. Ведь все мы дети одного Отца. Отшельник живет вне общества и не подчиняется его законам. Часто вы приходите ко мне, сами себя обманывая, проявляя хитрость и лицемерие.
А потом, если вы не достигаете успеха в духовных практиках, то обвиняете меня во всем. Вы не видите, что изъян находится в вас, а не в наставнике. Отшельнику нет смысла вас обманывать. И если вы задумаетесь над этим, то сами убедитесь в правоте моих слов. Конечно, вы сталкивались с разными отшельниками, в кавычках. Были и такие, кто пытался вас обмануть. Но ведь вы сами можете увидеть разницу между тем отшельником, который пришел к вам с намерением обмануть, и тем, кто пришел, чтобы вам что-то дать. И только вы сами можете разобраться, кто является саду изнутри, а кто только снаружи. Саду – это человек, который отринул материальный мир. И ему не нужны деньги. Он не будет просить у вас даже одежду. Он может только принять от вас пищу, чтобы утолить свой голод. И даже когда он живет среди людей, он не отказывается от своих привычек отшельника. Но вы сами себя обманываете, потому что хотите, чтобы отшельник вписывался в знакомую вам социальную модель. Идя на поводу у своего эгоизма, вы позволяете себя обманывать, а потом говорите, что все саду – проходимцы и мошенники. Но я спрошу вас, почему у вас не возникает никаких вопросов, когда так называемые отшельники просят у вас денег? Вам хочется, чтобы на ваши деньги строились роскошные мраморные храмы, где на стенах будет выгравировано ваше имя, чтобы вы могли гордиться собой. А саду будет сидеть в вашем храме наподобие сторожа. Настоящий отшельник никогда не станет сторожем при храме. Ему нужны Гималаи, горные просторы, пещеры и бурные реки. Он всегда в пути. Вы хотите, чтобы отшельники уподобились людям, которые живут в обществе. Вы не накормите голодного, но охотно дадите сотни тысяч рупий на постройку роскошного храма. Настоящий саду так не поступит, а если вы попытаетесь его удержать, то он убежит от вас. Со мной тоже происходили подобные истории. С тех пор, как я ушел от мира, люди постоянно обвиняют меня в том, что я прячусь от них в пещерах, что это проявление моего эгоизма и трусости. Но если я спускаюсь с гор и начинаю жить среди людей, то вы утверждаете, что я поступаю неправильно, потому что отшельники должны жить в горах. Что же вы хотите на самом деле? Понять это очень трудно. Рассуждать вас так заставляют общественные предрассудки, в плену которых вы находитесь. Когда вы приходите ко мне, моля о наследнике мальчике, я на тонком плане обращаюсь к душам и прошу их воплотиться в той или иной семье.
Но да будет вам известно, человеческая душа не имеет пола, поэтому когда какая-то из душ откликнется на мой призыв, нет никакой гарантии, что родится именно мальчик. И если рождается мальчик, то вы счастливы сверх меры. И если же девочка, то во всех своих несчастьях вы обвиняете меня. Что же я могу вам дать, если вы всегда так поступаете? Если происходит что-то для вас полезное, то вы поклоняетесь отшельнику. И если же что-то идет вразрез с вашими желаниями, то вы осыпаете его проклятиями. И эта история с рождением наследника мальчика повторяется вновь и вновь. Я же не смотрю на события с позиции выгоды и убытка. Я оставил этот мир, оставил свою семью, роскошную жизнь во дворце. Я порвал все связи с этим миром. И только тогда моя мысль стала свободной, а вы хотите снова обратить ее в рабство. Но это невозможно, потому что я саду. Я наблюдаю за отшельниками, которые живут в Гималаях, чья жизнь протекает в пещерах и на берегах горных рек. И есть и другие отшельники, те, кто живет среди людей. Каждый из них знает, куда он идет, но иногда, даже зная об этом, не может свернуть с выбранного пути. Настоящий саду ищет прибежище в истине, но бывают и такие отшельники, которые даже вдали от людей не способны посмотреть в глаза правде. Так они и ходят по миру, обманывая себя и других. Это люди, которые поругались с членами своих семей, женами, детьми, невестками, и поэтому ушли из дома и стали отшельниками. Они просто убежали от своих проблем, прикрываясь именем духовности. Вся их жизнь насквозь пропитана ложью, и таким образом они невероятно отягощают собственную карму. А ведь стать отшельником – это прекрасная возможность уничтожить прошлую негативную карму. И этой возможности они лишились за несколько монет и признания в обществе. Но таких людей будет постоянно мучить совесть. Их собственная душа не простит подобного предательства, того, что маленькую ошибку они превратили в огромную сеть лжи, из которой невозможно выбраться. Несмотря на то, что я умею видеть суть явлений, эти люди не стесняются лгать мне прямо в глаза. В такие минуты я не могу удержаться от смеха, но также мне становится их жаль. Ведь им повезло, жизнь дала им прекрасный шанс, открыла двери к духовному росту, но они не видят этого и продолжают блуждать во тьме. Плохая карма не позволяет им войти в эти двери, а они ничего не делают для того, чтобы ее изменить. Однако я не обвиняю ни этих людей,
не породившее их общество. Время распоряжается судьбами людей. Когда приходит время, человек сам встает на правильный путь. Когда я вижу весь этот клубок общественных противоречий и эгоизма, мне иногда хочется бросить все и вернуться в Гималаи. Но я постоянно откладываю свое решение. Иногда мое благословение начинает действовать не сразу, а человек не хочет ждать и осыпает меня проклятиями. И если министр побеждает на выборах, то все готов мне отдать. И если же проигрывает, то считает, что зря потратил свои деньги на предвыборную кампанию, ведь мое благословение не подействовало. Как часто люди приходят ко мне с просьбой благословить на то или иное дело, а потом спрашивают, в какие сроки совершится задуманное, как будто я несу ответственность за все происходящее в мире, словно они покупают копеечный лотерейный билет. Да еще норовят узнать, какой из этих билетов выигрышный. Обещают в случае удачи поделиться выигрышем. Разве это не говорит о глупости? Неужели они думают, что человек, который знает все выигрышные номера билетов, будет ими торговать в надежде, что кто-то с ним поделится? Поэтому мне постоянно приходится сталкиваться как со слепым обожанием людей, так и с откровенной враждебностью. И то, и другое отношение ко мне продиктовано эгоизмом. Но у людей не всегда получается задуманное, и это закон природы. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И саду не имеет к этому никакого отношения. Результат зависит от самого человека, от его усилий, от его кармы. Саду может только дать совет, но не может выполнить за людей их работу. А мне не нужна ни ваша любовь, ни ваша ненависть. Я просто указываю людям путь и буду продолжать это делать, вне зависимости от ваших желаний. Но я призываю вас во имя ваших детей создать новое общество, а иначе завтра будущие поколения жестоко вам отомстят. Я встречал многих людей, которые смогли изменить мир к лучшему. Мне тоже удалось изменить жизнь людей в тех местах, где я находился. Многие тысячи людей теперь даже и не помыслят о том, чтобы совершать антиобщественные поступки. Время шло своим чередом, и я тоже шел в ногу со временем. Однажды в Симре я посетил дом Джитендра Синха. Там я сразу же почувствовал, что меня со всех сторон обступают образы прошлого. Как будто стены этого дома сами заговорили со мной. Неожиданно жена Джитендра Синха, Шарада, расплакалась.
К ней присоединилась жена Вирендры Синха Лалита. Лицо Шарады выражало материнскую любовь. Я смотрел на нее в крайнем изумлении. Она рыдала так, словно потеряла собственного ребенка. И вот через много лет вновь его обрела. Эти слезы напоминали мне о далеком прошлом. Я словно бы начал погружаться в океанские глубины, раскачиваясь на его волнах. Я перенесся очень далеко от места, где находился. И тогда передо мной предстало лицо, исполненное материнской любви. Пробудив в себе эти воспоминания глубокого прошлого, я из Симры отправился в Падрауну. Впереди на мотоциклах ехали Джитендра Сингх, Прем Тивари и Видья Пандей, а за мной на джипе следовали Девандра, Парашурам Сингх, Девендра Шахи, Авадхеш, Канхея, Ом Пракаш Шарма и другие. Когда мы прибыли в Падрауну, нас уже встретили Раджа Чандра Пратап Нараян Сингх и Би Кей Мишра. Неизвестно почему все события этого дня направляли мой мысленный взор в прошлое. И я задумался об этом. Через 16 лет меня одолевали воспоминания. Закончив свои дела в Падрауне, я пришел в Сахинак Парашурам Дхам, то самое место, где предавался своей аскезе Парашурам. В тех местах время проходило легко. И тут появился Хридай Нараян Сингх. В то время передо мной сидели тысячи людей. Он стал рыдать навзрыд, и я был крайне удивлен, когда увидел, в каком состоянии он находится. Ведь это был известный житель Бенареса, человек, которого называли Тигром Бихара. И я не ожидал, что он настолько расклеится. И я пытался его подбодрить, напомнил ему о том, что он интеллигентный человек и настоящий философ. Тогда он сказал: «Мы с тобой два цветка, цветущие на одной ветке. Мне приходится играть роль Раджи, а тебе роль отшельника. Ваша карма возвышена, я же, несмотря на то, что родился в королевской семье, блуждаю во тьме. У вас нет никакой собственности, но вы все равно пребываете в состоянии высшего блаженства. А у меня есть все, но я не могу назвать себя счастливым человеком». Сказав это, он вновь расплакался. Я пытался его образумить. Вы не сможете бросить меня в объятия Майи с помощью таких вот приемов, рыдая как ребенок. И не все цветы с одной и той же ветки становятся приношением божеству. У нас разная карма. Вы связаны властью, а я доволен тем, что нашел. У меня нет никакой определенной цели, я просто иду вперед. В этом и заключается моя религия. Хридай Нараян Сингх – это мой старший брат. Я же самый младший ребенок у своих родителей.
Он пригласил меня в свои родные места, в Бисунпуру с Сасаром. И я не знал, что ему ответить, колебался, когда он неожиданно произнес: Будда тоже вернулся в лоно семьи. Он дал посвящение своей сестре и сыну, рассказав им о том, как он достиг просветления. И вы тоже можете рассказать своим братьям и сестрам о том, как достичь освобождения. Отцовская и материнская любовь мечтает принять вас в свои объятия. Я молчал, сидя перед горящей жаровней. Напротив меня был уже сооружен навес для проведения ягьи и то место, где я собирался на несколько дней погрузиться в самадхи. Когда пришел Парашурам Сингх, то мой брат под наплывом чувств сказал ему: «Это мой младший брат, который когда-то был пилотом. У него был собственный самолет. Он также был хозяином чайной плантации, огромных яблоневых садов. Я встретился с ним через 16 лет. Он оставил всех нас далеко позади. Мы купаемся в роскоши, люди уважают нас. Но мы остались все там же, на базаре, где происходит обмен материальными ценностями. А он раздавил все это богатство у себя под ногами и начал подниматься по лестнице духовного роста. Возьмите его, приведите к нам домой. Мы будем приветствовать его так, как будто он был Господом Буддой. Не только наша семья, но и все в окрестности будут считать огромной честью, если он к нам пожалует». Мы все хотим получить у него посвящение и изменить свою карму. Парашурам Джи, не считайте все, что я говорю, проявлением слабости. Я вырос на берегу священной Ганги, но зов прошлого теперь кажется далеким и слабым. Но я горжусь тем, что мой брат сумел отринуть богатство и славу и стал отшельником. Говорят, что если хотя бы один человек в семье стал отшельником, это благословение на 7 последующих поколений. И несмотря на то, что он младше меня, я хочу припасть к его ногам. Вы обязательно должны привести его к нам. Я сказал, чтобы он сначала отдохнул, ведь он находился в пути всю ночь и наверняка устал. Но он меня не слушал. Он хотел, чтобы я пообещал ему прийти и назначил бы определенное время. Языки пламени стали разгораться. Сквозь них я наблюдал за его лицом. Неожиданно я начал видеть различные картины. Тогда я сказал: время само доставит меня туда, куда нужно. Сейчас я нахожусь в состоянии полной непривязанности к чему-либо. Я встретил вас через 16 лет, когда захотел вас увидеть. Я обязательно приду, и вы узнаете о моем приходе. Я распорядился, чтобы его разместили в школе. Потом в Сахнаге, в месте, где предавался аскезе Парашурам, я сидел на берегу огромного пруда, заросшего лотосами. Там усилиями Парашурама Сингха и Васиштха Мани был создан колледж,
Именно там я и расположился. В окрестностях леса все напоминало о прошлом. Недалеко оттуда, на берегу реки Сараю, находилось то место, где предавался аскезе Девраха Баба. Я мысленно поприветствовал его и послал в его сторону свои мысленные вибрации. В то время солнце уже заходило. А лучи солнца играли на поверхности воды. Стояла зима, и от реки дул мягкий ароматный ветерок. Я увидел, что Баба Девраха сидит на возвышении. Кто-то, уже повидав его, возвращался обратно, но вокруг него еще оставались люди. Некоторые стояли в отдалении, сложив руки перед грудью, и молча его созерцали. Наверное, они ждали, когда наступит их очередь получить даршан. Заходящее солнце будто пыталось рассказать о чем-то. Девраха Баба. Был явственно слышен необыкновенный гул, словно священная Ганга, спускаясь с неба в Гималая, несла вместе со своими водами ту весть, которую горы хотели нам сообщить. Воздух тоже вибрировал, словно предупреждая о появлении новой волны, предупреждая о появлении божества, перед которым нужно преклонить колени. Эта волна сама была благословением божественной сущности, которая оживляла всю атмосферу вокруг. Девраха Баба говорил: «Это волна, дети, скоро придет новая волна». Великий отшельник, истинная драгоценность в короне духовности Индии, Девраха Баба, постоянно произносил эти слова, и я глубоко задумался над их скрытым смыслом. Он говорил так мало, но в этих немногих словах был заключен огромный смысл. Придет волна. Всего лишь в двух этих словах он выразил весь сокровенный смысл йоги. От этого просветленного человека исходили волны любви, волны такой силы, как будто это была сама священная Ганга. Придет волна. Какую волну он имел в виду? Речную волну или морскую волну? Имел ли он в виду волну, которая рождается в атмосфере, или волну вдохновения, которая бывает в человеческой жизни? Наблюдайте за волнами, ведь волны бывают разными. Одна волна возникает, когда мы смотрим на полную сияющую луну, другая – та, что возбуждает ум человека. И еще одна волна превращается в любовь между мужчиной и женщиной. А еще бывает волна узнавания собственной сущности, которая приводит человека к просветлению. Вы слышали и о такой волне, которую в йоге называют кундалини. И если эта волна поднимается вверх, то человек становится хозяином целого мира.
Когда возникает волна, то она несет с собой волнение, возбуждение, подъем. Она может принести с собой бурю, которая полностью уничтожит прошлое, и человеку придется воссоздавать все заново. Постоянно возникающие в жизни человека волны словно предупреждают его, чтобы он не терял бдительности и был осознанным. Ведь человек – это не его поступки. Однажды человека накрывает неотвратимая волна смерти, которая стирает с лица земли все то, что он долгое время создавал. И тогда у живой души, у дживы, не остается другого выхода, кроме как начинать новую жизнь с чистого листа. В жизни человека постоянно возникают волны. Это могут быть волны любви или похоти, алчности или тщеславия, желание стать великим ученым или известным политическим деятелем. И вместе с этой волной человек надеется вырваться вперед. Поэтому мы испытываем такие удивительные чувства, когда созерцаем морские волны. Живая душа постоянно, подобно волнам, возникая в этом мире, стремится к тому же самому блаженству, к которому стремятся морские волны, появляясь и исчезая в бездонном и вечном море. И это будет продолжаться до тех пор, пока волна сама не уподобится Сатчитананде, то есть состоянию высшей осознанности, высшей истины и высшего блаженства. Когда поднимается волна кундалини, то это означает, что поднялась волна отрешенности. И тогда живая душа начинает покачиваться на волнах блаженства. Неважно, на что похожи эти волны – на Вишну, Шиву, бездонное небо или безграничное пространство. Они могут походить и на языки пламени, которые научат сгорать от любви к Всевышнему. Волны, возникающие в природе, это символ созидания. Когда волна праны сталкивается с волной апаны, то во всем теле, подобном Вселенной, поднимается буря. И если йог сумеет держать эти бурные волны под своим контролем, то он сможет перемещаться в любую точку безграничного пространства. Именно поэтому Девраха Баба говорил о том, что придет новая волна осознанности. Мы видим, что человек всегда куда-то спешит. Он не наслаждается поднимающимися в его жизни волнами, но зато постоянно стремится погрузиться в волны своих страстей, гонится за мирскими радостями. Священная Ганга, вбирая в себя воды других рек, стремилась к морю, а на берегу ее притока, реки Сараю, сидел тот великий человек, который благодаря своей аскезе
сам превратился в волну вечной любви. «160 лет назад, когда ему исполнилось всего 16 лет, он отрешился от мира. Он родился в деревне Умария, которая находилась на расстоянии всего в несколько миль от реки Сараю. Он любил бродить по полям, наслаждаясь природой. Его старший брат Сурьябали Дубе души в нем не чаял. Однако, когда младшему брату Девкали Дубе исполнилось 16, он отправился в духовное путешествие. Он искал истину в образах Рамы и Вишну, и Кришны, и, наконец, стал известен как Девраха Баба. Он был очарован красотой реки Сараю. Она тоже приняла его и вдохновила стать духовным лидером в этой части восточных Гималаев. Благодаря своей аскезе сегодня Девраха Баба стал одним из самых прославленных йогов, гордостью нашей страны. И его слова сливаются с вечным шелестом вод великой реки. Девраха Баба сидел на берегу, неподвижный и спокойный, излучающий любовь, и даже сама река в свое время изменила русло, чтобы не мешать ему в медитации. Воды реки несли его заветы, направленные на благо всего человечества, к морю, к людям. Сидящий на берегу реки Девраха Баба мог созерцать и тонкий мир, и безграничный мир. Воды реки своим неумолимым гулом вдохновляли его на духовное путешествие, а он, оставаясь на месте, путешествовал по всей Вселенной. Он заглянул во многие уголки космоса и во внутренний мир живых существ, населяющих Землю. Заглянул и в другие миры. Божества приходили и прикасались к его стопам. Гандхарвы и кинары осыпали его цветами. Как только он достиг просветления, ему открылось знание всего мира, Веды и Шастры, Пураны и Упанишады. Все живые существа стали стремиться к нему, чтобы получить у его ног долгожданное спокойствие и блаженство. Это светило духовности, этот великий человек и сам стал похож на священную Гангу в мире людей. Он призывает к осознанности все человечество. Это светило взошло на небосклоне индийской духовности еще тогда, когда Индия стенала под гнетом рабства. И именно под его влиянием такой великий просветленный человек и носитель революционных идей, как Баба Рагхвадас, сблизился с Махатмой Ганди, вдохновляя его своими идеями освободить страну. Он подавал идеи таким политическим деятелям, как Неру, Пант, Раджендра Прасад и другим. Даже сегодня сложно переоценить тот вклад, что он внес в историю Индии.
Я пытался соединить свои мысли с его идеями, когда пришел известный промышленник из Падрауны, Шри Гириджа Шанкар Кхетан. Он принес ему в дар фрукты, большую часть которых Девраха Баба вернул ему в качестве прасада со словами: «Ты все равно идешь через Сохнаг. Передай эти фрукты Пайлату Бабе». Я со своего места наблюдал за происходящим и увидел, как Баба улыбается. Потом Девраха Баба снова начал говорить: «Волна, дети, идет новая волна». А я вернул поток своих мыслей к самому себе и погрузился в самосозерцание. Мои глаза были закрыты, и я не заметил, как вокруг меня собралась многотысячная толпа. Где-то через полчаса пришел и Гириджа Шанкар Кхетан. Он казался очень радостным и довольным. Он передал мне фрукты со словами, что этот прасад шлет мне Девраха Баба. Передо мной сидели и ученики Девраха Бабы, которые еще несколько минут назад задавали мне странные вопросы, но, увидев прасад, сразу замолчали. Я был очень благодарен Девраха Бабе за этот прасад, который стал для меня истинным благословением. Он дал мне веру в себя и укрепил мою внутреннюю силу. После этого я постоянно посылал Девраха Бабе цветы и целый мешок прасада. Мы поддерживали связь друг с другом посредством прасада. Каждые несколько дней я получал от него прасад и, в свою очередь, посылал прасад ему. Однажды после того, как разошлась многотысячная толпа, передо мной оказалась целая груда фруктов. На особом месте лежал прасад, посланный Девраха Бабой. Я достал из этого прасада яблоко и стал с ним играть, перекидывая с руки на руку. Потом пришли Мира Рай и Чандравати Гупта и убрали фрукты. Я продолжал перекидывать яблоко с руки на руку. Неожиданно яблоко оказалось прямо у меня перед глазами, и на его поверхности я увидел улыбающееся лицо Девраха Бабы. Потом этот образ начал увеличиваться в размерах, и вот уже сам Девраха Баба стоял передо мной. А через мгновение он уже исчез. Я не знал, что и думать. Но я почувствовал его безмерную любовь и благословение, которое наполняло меня силой. Девраха Баба велел мне съесть это яблоко, что я и сделал, а потом отправился в свою пещеру. И вдруг я увидел все мироздание, которое разворачивалось перед моим взором, подобно карте звездного неба. Некоторое время я сидел в пещере, а потом погрузился в состояние самадхи и перенесся туда, где находился Девраха Баба, в его ашрам. Ашрам был погружен в тишину, но на возвышении царило оживление. Там был Девраха Баба, а рядом с ним сидел человек,
очень известная женщина, чье лицо было обращено к свету. На этом лице можно было разглядеть морщины тревоги и обеспокоенности. Она была обеспокоена тем, как сложится ситуация на предстоящих выборах. Девраха Баба что-то ей объяснял, утешал ее, говоря, что в жизни обязательно наступит новый рассвет. Потом он на несколько мгновений остановился и с улыбкой посмотрел в мою сторону. Индира Ганди, а это была она, с удивлением обернулась, наблюдая, как я молча обменивался мысленными вибрациями с Девраха Бабой. Лицо будущего премьер-министра нашей страны осветилось улыбкой. Потом, когда я ушел, Баба возобновил разговор с ней. Вы и сами знаете, что произошло на следующих выборах. Я пришел на берег реки Сараю с множеством вопросов, которые я хотел ей задать. Я думал о том, как давно течет здесь эта река. Она стала свидетельницей великих исторических событий. Видела Раму, Кришну, Будду, Махавиру, Шанкарачарью, Валабхачарью и многих других. Река никогда не оборачивается назад, продолжая свой вечный бег. Она стремится к морю, которое призывает ее к вечному слиянию. Море говорит ей о том, что место их слияния станет символом нерушимой любви и самопожертвования. В плеске речных волн можно расслышать скрытое спокойствие, тишину, тайное послание всему человечеству. Она словно говорит: «Ты, человек, провел какое-то время своей жизни среди Гималайских гор, там, где находятся мои истоки. Ты видишь, сколько трудностей мне приходится преодолевать на пути к конечной цели. Я река Сараю. Бог Рама гулял по моим берегам со своим братом Лакшманом. История всего княжества Айодхья связана с моим именем. И сейчас тоже сотни тысяч людей связывают с моим именем свои надежды достичь просветления. И я же продолжаю свой путь. Скоро ты узнаешь об обстоятельствах жизни Девраха Бабы, который родился в деревеньке Умария и в поисках своей души бродил по лесам, по каменистым и заснеженным дорогам Гималаев, сидел на моем берегу, распространяя вокруг себя волны божественного света. Река Сараю всегда с восхищением взирала на этого великого человека. Ганга, протекающая в Каши, напоминала ей о Вишудхананде и Гопинатхе, о Рагхавдасе Бабе.
Теперь звеном в этой цепи великих духовных личностей стала и Ма Анандамайя, которая погрузилась в состояние самадхи. Любой путник может получить очень много благодаря благословению доктора Гопинатха Пандита, Девраха Бабы и Ма Анандамайи. Эти люди осветили Индию светом своей духовности. Эти 3 человека также много значат для северо-восточной Индии, как Самбари Баба, Латурия Махарадж и Хедия Хан Баба для штата Уттараханд. Можно сказать, что нашей стране очень не повезло, потому что доктор Гопинатх Джи ушел в состояние Маха-самадхи, а мысли других великих людей направлены в сторону грядущей катастрофы. Теперь от доктора Гопинатха Джи остались одни воспоминания. Множество тантриков эксплуатируют его имя, зарабатывая на нем деньги, что можно считать настоящим позором для Индии. Также мы не видим никаких духовных преемников Ма Анандамайи и Девраха Бабы. Для того, чтобы поднять уровень духовности в нашей стране на новый уровень, мы должны знать имена этих людей, знать о том, кто они такие, чтобы мошенники не могли спекулировать на их славе. Я очень долго стоял на берегу реки Сараю и задавал ей вопросы, ответы на которые получал из глубин своего существа. Река всегда подсказывала мне правильный ответ. Потом я вернулся в свою пещеру. Когда я проснулся и вышел из пещеры, люди еще спали, но постепенно все вокруг оживилось. Люди занялись своими повседневными делами. Хридай Нараян Сингх ушел. Мне же нужно было готовиться к погружению в самадхи. Люди собрались в Сохнак издалека. Здесь тоже заструилась Ганга истинной духовности. Из-за меня здесь собрались на омовение сотни тысяч паломников. Потом среди всего этого скопления народа я погрузился в состояние самадхи. Когда через несколько дней я вышел из этого состояния, то обнаружил, что стою среди толпы на возвышении. Я был полностью здоров. Люди, которые там присутствовали, относились ко всем национальностям, кастам и религиям, были приверженцами различных политических партий. Они знали, что я не делаю различий между людьми. Я всем хотел показать один и тот же путь – путь к свету. Глава 16. Смена власти. В тот момент наша страна стояла на пороге испытаний. Наступило время выборов в парламент, и все политические деятели стремились встретиться с прославленными йогами и тантриками. Пришел за благословением и Си Пи Эн
Сингх. Получив от меня цветы, он спросил: Индира-джи интересуется, сколько процентов людей проголосуют за нее на выборах. Я мысленно послал улыбку этой сильной женщине, которую пытается сбить с толку ее эгоистичное окружение. Ведь страна была для нее семьей, а народ Индии – ее детьми. И если политический лидер смотрит на народ по-другому, то удача отворачивается от него, а природа тоже его не прощает. Иногда такие люди становятся настоящим проклятием для страны, но возмездие не заставляет себя долго ждать. Страницы истории пестреют подобными фактами, но человек, несмотря на то, что все знает и понимает, продолжает идти по кривой дорожке. В то время происходила похожая ситуация. Политические лидеры не знали, куда склонится чаша весов. А народ они снова собирались принести в жертву чужим политическим амбициям. Для народа не было никакой разницы в исходе дела. Поэтому я посчитал, что необходимо выразить свое мнение, что я и сделал. И это изменило умонастроение людей. Происходит именно так, как хотят йоги или люди, достигшие просветления. Обычный человек не может найти дорогу во тьме, потому что все его желания ему не принадлежат. Все его желания и стремления заимствованы у других. У его мировоззрения нет никакой твердой основы, ни начала, ни конца. Поэтому он бросается то в одну, то в другую крайность. Поэтому сначала человек должен понять основы, приблизиться к сути явлений. Тогда он увидит, где начало, а где конец того или иного явления. Но современный человек не намерен совершать столь утомительное путешествие. Он хочет получить желаемое прямо там, где он находится, и незамедлительно. Он хочет отбросить прошлое и одновременно зарезервировать для себя будущее. Именно поэтому он стремится к общению с йогами, тантриками, отшельниками и астрологами. Многие из этих так называемых учителей только рады своему влиянию на неокрепшие умы. И они еще больше сбивают людей с толку. Сейчас в нашей стране возникла новая мода. Подобно тому, как в обеспеченных семействах бывает семейный врач или семейный юрист, теперь появилась и такая профессия, как семейный астролог, семейный йог, семейный духовный наставник. А йоги и отшельники бросают свою духовную практику ради того, чтобы бегать за министрами, крупными чиновниками и промышленниками и высказывать им свои советы и соображения.
Как только лодка человеческой жизни покидает спокойный фарватер в центре потока, ее начинает кидать из стороны в сторону. И такой человек уже ни на что не годен. Он покинул свой родной берег, но не смог причалить к другому. Такие духовные лидеры пытаются обмануть политиков, бизнесменов и министров. Они уже заранее думают, что все отшельники и йоги промышляют мошенничеством. Поэтому не будет особого вреда, если и они немного подзаработают. Ведь у их покровителей сменилось уже много советчиков из числа духовных учителей. И в этом они по-своему правы. Они считают своих покровителей людьми небольшого ума, в то время как их благодетели думают о них примерно то же самое, мечтая за деньги, выплаченные своим духовным наставникам, получить гораздо более значительную выгоду. Одни обманывают друг друга, и на эти недостойные и мелкие игры тратят драгоценные минуты своей жизни. Глава 17. Последняя встреча с матерью. То блаженство, в которое я погрузился, было таким совершенным, что даже все богатство мира по сравнению с ним казалось ничтожным. Люди дарили мне свою любовь, а я сидел на своем месте, посылая во все стороны ментальные волны. Потом ко мне подошел Читрангат Сингх Парева из Бенареса. Как только он приблизился, я ощутил происходящие во мне изменения. Он напомнил мне о прошлом. Передо мной возникло лицо матери. Казалось, что вся природа сосредоточилась в ее образе. Ее лицо окружало меня со всех сторон. Ко мне постоянно подходили люди. Я раздавал им просад. Но все это было далеко от меня. Я почувствовал полную неподвижность, и мой ум тоже полностью успокоился. Своим мысленным взором я увидел мать, подобную невесте, которая наряжалась и надевала на себя украшения. После этого она села в свадебный паланкин. Ее провожали все женщины деревни. Все плакали. Зазвучал свадебный оркестр, и паланкин тронулся в путь. Родственники невесты еще некоторое время помогали носильщикам нести паланкин, за которым бежали дети. Мать была совершенно спокойна. Ее тело старой женщины странно смотрелось в свадебном паланкине. Иногда она выглядывала из паланкина и смотрела по сторонам. За паланкином бежал Хридай Нараян Сингх. Я спустился с возвышения и пошел в свою хижину, но и там меня со всех сторон окружила толпа. Я же смотрел только на мать, которая постоянно искала меня
взглядом. Она говорила: «Хридай, позови Лаллана, я всех уже видела, остался он один». Из того самого дома, куда она когда-то пришла, как юная невеста, сегодня она уезжала на паланкине, тоже одетая невестой, но уже старая и изможденная. В первый раз дом был празднично украшен, а сегодня это величественное здание утопало в тишине, как будто навеки что-то утратило. Здесь остались одни воспоминания, которые хотели уйти вместе с матерью. Постепенно мать скрылась из вида. Неведомые силы подняли меня и перенесли на улицы Бисунпуры, хотя мое физическое тело осталось на прежнем месте. Мать вышла из паланкина и села в машину, которая помчалась в сторону Сасарама. В машине было только 2 пассажира – мать и сын. Мать сказала: «Хридай, мой сын Лаллан не пришел, а ведь он должен был прийти сегодня. Сейчас я ухожу, мой жизненный путь окончен, ведь человек – это путник». До сих пор все вокруг казалось мне родным, но сегодня все это остается, а я ухожу. Все это иллюзия. В моем саду расцвело всего лишь 2 цветка, 2 моих сына. Но один из моих сыновей отринул мир, и даже сама Майя удивляется этой отрешенности. Прошло 16 лет, пока Лаллан вернулся, а когда он пришел, это был уже не тот Лаллан, которого я знала, а лишь его тело. Горакх забрал его с собой. Сказав это, мать засмеялась. Потом произнесла: «Сумасшедший Горакх не подумал о моей материнской любви, превратил его в йога. А у йогов нет сердца, ведь они ни к кому не привязаны». И мать снова начала выглядывать из окна машины. «Смотри, Хридай, кажется, это он пришел. Теперь он йог и может путешествовать по воздуху. Горакх сказал мне, что он вернется, когда я соберусь уходить. И до тех пор, пока я его не встречу, я не смогу уйти. Хридай, все цветы расцветают для того, чтобы однажды их сорвали. Они появляются на свет для того, чтобы подарить людям чарующий аромат, напомнить о том, чем от него отличается зловоние. Но если кто-то становится выше различием между ароматом и зловонием, то такому цветку не страшно, что однажды его сорвут. И ему все равно, быть ли сорванным или остаться цвести на ветке. У таких цветов вообще нет запаха, и никто их не срывает. Ты тоже обрати свой взор к вечности.
Мне пора уходить, подожду до завтра. Священная Ганга уже заждалась того пепла, что останется после того, как сожгут мое физическое тело. Как много грехов смыла эта река, как много останков и пепла унесло с собой ее течение. Она течет уже много столетий, вдохновляя человека идти вперед по своему пути. Сотни тысяч людей на ее берегах очищаются от грехов. Пока мать говорила, Хридай Нараян Сингх плакал навзрыд. Машина ехала вперед, а я наблюдал за всем этим со стороны. Наконец автомобиль остановился в Сасараме, и какие-то люди пришли его встречать. Мать всем давала последние наставления, а люди на нее смотрели, как громом пораженные. Когда она решила отдохнуть, только тогда я появился перед ней. Она радостно смеялась, а люди пришли в еще большее изумление. Она что-то говорила, но люди ее не понимали. И я же понимал ее состояние. Понимал, что она счастлива. Она хотела обнять меня и разразиться слезами, но не смогла, потому что свои жалобы она копила в течение 16 лет. Она просто смотрела на меня. «Лалан, ты уже не тот, кого я поила своим молоком. Ну ладно, я ждала только тебя, а теперь мне пора идти». Она позвала Хридай Нараяна и сказала: «Смотри, пришел Лалан, твой младший брат. Разве ты не видишь? Через 16 лет пришел тот, кого я ждала. Теперь же я хочу уснуть, хочу раствориться и исчезнуть. Перед смертью я хотела избавиться от всех своих желаний, но сколько ни старалась, я так и не смогла изгнать из своего сердца желание увидеть Лалана. Люди, которые находились вокруг и слышали ее речи, были крайне удивлены. Они беспокоились о том, что мать бормочет что-то непонятное, думая, что она уже впала в беспамятство. Мать продолжала говорить: «Все вы считаете меня сумасшедшей, но ведь Лалан пришел, он одет как йог. Однажды я уже видела его в такой одежде. Он и тогда просил подаяния, но потом я поняла, что это не Лалан, а Баба Горакх, великий йог Горакшанат, пришел, вселившись в тело моего сына. А в этот раз пришел мой сын сам. Он забыл взять свое тело. Хоть он и пришел ко мне, но на самом деле он уже далеко, там, где родственные связи не имеют никакой ценности. Но теперь я сама ухожу в пространство за пределы всех желаний и привязанностей. Скорее отвезите меня в Каши, ведь священная Ганга ждет меня». Мать дала мне свое благословение, и я ушел,
автомобиль продолжал свой путь в сторону Каши. Люди плакали. Постепенно все друзья и родственники остались позади, и тело тоже собиралось нарушить ту связь, что длилась так долго. Нарушались все прежние связи, и внешние, и внутренние. Подводился жизненный итог. Автомобиль уехал в сторону Каши, а я вернулся в Сахнак. Мать покинула нас. Окончился ее земной путь. Перед уходом она пришла попрощаться и сказала, что ее интерес к религии пробудился как раз после моего рождения. Именно тогда она впервые задумалась о смерти. Как раз в то время мой отец женился на другой принцессе. Они стали жить отдельно, а мать стала молиться Шиве. И тогда она погрузилась в море того блаженства, в котором сегодня пребываю я. Перед смертью мать попросила меня, что если она примет новое рождение в человеческом теле, то я найду ее и укажу путь к свету. Она пообещала, что родится в какой-либо деревне неподалеку от того места, где я живу. Уже рано утром я был на месте кремации в Каши. Тело моей матери уже возложили на погребальный костер. Я стоял у костра, и душа моей матери стояла рядом. Хридай Нараян Сингх разжигал огонь. Люди окружили погребальный костер, и уже совсем скоро костер разгорелся. Все заплакали. Вокруг горело еще много других погребальных костров. Тела горели, а души наблюдали за этим. И так однажды сгорит все, к чему привязан человек. Я отправился за душой своей матери, которая совершала долгое путешествие по мирам. Ее приветствовали там, и я узнал множество великих душ. Ее душа преодолела многие миры, освещенные светом более ярким, чем 1000 солнц. Я увидел множество женщин в белых одеждах, которые приветствовали душу моей матери. Повсюду цвели белые цветы. Я видел и высокие горы, покрытые снегом. Женщин было очень много, и от их тел исходил удивительный аромат. Душа моей матери тоже видоизменилась. Она теперь была одета в белые одежды. Когда я спросил у этой души о ее следующем рождении, она не смогла мне ответить. Ее украсили и нарядили и увели куда-то. Я же вернулся в собственное тело и обнаружил, что нахожусь в кромешной темноте и полной тишине. Несколько дней
я был полностью погружен в воспоминания о прошлом. Смерть матери заставила меня о многом задуматься. Люди любят только физическое тело других, а внутреннего человека не узнают. Я закончил ягью в Сахнаге, а после этого провел ягью в Наватнава и Симре. Из Падрауны я с группой людей направился в Пашупатинатх. Со мной было более 50 человек из Деварии, Наватнава, Басти, Горакхпура и Падрауны. Казалось, что прошлое ожило во всех уголках района Сасарам. Читрангат Сингх покинул нас. है अजर अमर आकार विश्वाधार मन भजे शिवोहम 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 शिवोहम